Во-первых, хотел поблагодарить соперника за хорошую игру. В моем понимании, это самая мотивированная команда в Беларуси. И зря она 3 игры одержала на старте, не обладая звездами, не обладая каким-то составом. Команда достойна уважения. То, что у нас получилось, в принципе, у нас и в прошлых играх получалось, но не всегда те моменты, которые мы реализовывали, они воплощались в голы. Мы играем агрессивный футбол. В общем-то, то, что я увидел сегодня, меня порадовало, с хорошим соперником, который, конечно, еще, скажем так, попьет кровь. А так, конечно, мы заслуженно победили, и второй тайм, несмотря, могли бы там, когда, как раньше было, играть на какое-то удержание счета, мы играли в агрессию. Это то, что мне хотелось бы видеть своей команды, исходя из подбора исполнителей, которые у нас сейчас есть. У нас сейчас нет практически травмированных, мы можем как-то лавировать составом и так далее. Поэтому, конечно, хороший счет, с хорошей командой, хороший счет и хорошая игра. Она игра хорошая и по качеству, и самое интересное, она хорошая по настрою, по отношению. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, журналистов. Игорь Николаевич, после матча мы поднимались сюда, из раздевалки играл песню «День Победы» Льва Лещенко. Это новая традиция команды, и кто автор этой традиции? Вы редко заходите в раздевалку, там авторов очень много. Можете услышать и День Победы, можете услышать что-то другое, в зависимости от ситуации. Тренер хочет контролировать раздевалку. Я еще раз говорю, что эта команда и в раздевалке, и за раздевалкой, как бы кому-то, может быть, чего-то не хотелось. Но если кому-то чего-то не хотелось, они просто ошиблись. Просто ошиблись. Вот за эту команду, которая сегодня была на поле, которая была этих 5 туров на поле, мне за нее не будет стыдно никогда. При любых результатах. Вы знаете, когда она строится, бывает там, и 3 года, как говорят, и 5 лет, не знаю, как строится. Когда ты находишь какой-то стержень, когда ты чувствуешь все изнутри, то, наверное, я смело сейчас могу сказать после 5 туров, как бы, что там всякое может быть, самое главное это результат. Знаете, как говорят, у победы много отцов, к сожалению, поражение ты один. Так бывает. То за эту команду, которая сейчас выходит сейчас на поле, мне будет никогда не стыдно. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда вопрос, подождите секундочку. Вопрос. 2 тайма, 2 по результату разных тайма. Что в перерыве произошло, может быть, в раздевалке, может, что-то подсказали, может, что-то донесли до... Если говорить о каких-то тактических вещах, у нас не получилась игра с правого фланга, выпал Влад Яцкевич. Поэтому ничего, мы просто выпустили Марушича и сделали перемещение. Рассадкина сдвинули на правый фланг. Да, мы искали какие-то сочетания после предыдущей игры, там что-то выдумывали после Динамо Минска, что-то думали, что, знаете, это все-таки, знаете, какая-то тренерская судьба такая. У нас, я их не могу говорить, что они там не мастера, но у нас есть лидеры, которые определяют стиль игры, это тоже Кадымян, это штучный товар, как у энергетика Ешибаев, да, Ешибоев. То есть они могут сидеть в обороне 2 тайма, дайте ему 1 эпизод, он его исполнит. Поэтому мы, конечно, двигаемся, исходя из командных действий. Игорь Николаевич, вы выпустили Шагайбаева в самом конце встречи, просто чтобы дать ему почувствовать уверенность? Или отблагодарив за вчерашнюю игру? Во-первых, парню 18 лет, он своей работой заслужил, как он делает. И, конечно, я бы его не выпустил в какой-то игре с Динамо Минском или с чем-то. А когда человек, вы иногда приходите на тренировки, или там даже вот вы видели игру дубля, он работает как одержимый. Он старается, получается, не получается. Все-таки у него нет, наверное, такого уровня высшей лиги Беларуси, как же пришел Алыкулов.
Он просто это заслужил. А если человек заслужил, мы обязаны его отблагодарить за его отношение к делу. Я думаю, Валера Жуковский там или кто был постарше в запасе, они меня простят, а пацану почувствовать, конечно, это первые шаги, почувствовать дух футбола, дух высшей лиги, для него это будет, он будет расти, он будет хорошим игроком. Ну что комментировать? Грозно заслуженно победил, показала хороший футбол. С чем я поздравляю всех вас, болельщиков Грозно и всю команду. Ну что пока мне ничего сказать? Вопрос? Спасибо большое. Если Если есть... Иванович, может, скажите, по Москве прояснить ситуацию, ездит, не ездит, Куда? Ну, вообще. Ну пока что это никто не может сказать. Пока это все витает в воздухе. Конкретики нет. Спасибо. Еще есть вопросы? Владимир Иванович, много моментов создала сегодня команда ваша. В чем вот, чего не хватает? Это Реализация. какой-то факт, везение просто. Нет, не реализовали. Я думаю, может быть, где-то и не хватило хладнокровия. Хладнокровия в концовке. А так, я не скажу, что мы не заслужили, конечно, 3-0. Такая игра равная, я думаю, была до второго гола. Потом уже немножко Грозно уже успокоилась. А так, ну, футбол, будем дальше идти, продолжаться. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот заменили Атеменга, это была реакция на желтую карточку? Да. Желтая карточка, которая такая привела к тому, что неизвестно, что могло дальше быть.